Открывая совещание, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа отметил непростую ситуацию, в которой оказалась энергетическая система страны. В республике наблюдается острая нехватка электричества, связанная с состоянием Ингургэс, изношенностью системы энергоснабжения и майнинговой деятельностью. Люди не совсем понимают, мы восстановили в аварийном режиме ПС-1. И при этом проблемы со светом, подачей электроэнергии в городе сохраняются. Это действительно железное терпение наших людей. Это действительно совершенно справедливые эмоции. 3 дня сидеть без света, это все понятно. Но сегодня давайте мы будем говорить о том, в каком мы находимся состоянии, какое у нас положение. Зима впереди. Дай бог, чтобы таких аварий подобных, да и других не повторилось, но вы сами знаете по практике своей работы, что это маловероятно. Аварии будут, нам надо будет их устранять. Весь этот комплекс проблем и то, что на этих 2 подстанциях, на подстанции и по комплексному плану нам поручено привлечь практически весь наш эксплуатационный состав. В этой связи, Даур Ясонович, прошу вас подумать о том, как мы сможем продолжать работу. Это очень сложно, возможности предприятия ограничены, и не только материальные. Режим работы, повторюсь, на пределе. Поэтому вот эти все вопросы мы должны решить, обсудить сегодня и понимать, куда мы движемся. В данное время практически круглосуточно проводятся работы по восстановлению подстанции Сухум-1, пострадавшей во время недавнего пожара. В ремонтных работах задействованы все ответственные службы. Сегодня начинаем заводить туда те ячейки, которые у нас есть в наличии, и будем устанавливать эти дни. Но опять проблема того, что там отсутствуют шинопроводы его собственные, создает большие проблемы, очень большие проблемы. Если на первом этапе это решили, во втором этапе это еще сложнее будет решать. Может быть, придется подождать завоза второго этапа, второй это части, где они, в общем-то, упакованы и лежат. Ячейки, которые федера включены, далеко недостаточно, чтобы обеспечить город полноценным этим самым. Ну, СУЭС вместе с нами пытается как-то там частично давать какой-то график. Люди страдают, все понятно, но быстрее ничего не получится. Это в лучшем случае конец недели, начало той недели, вот так вот, чуть-чуть, наверное, что-то успеем сделать. Мощность подстанции Сухум-1 до пожара составляла 50 мегаватт, на сегодняшний день 25 мегаватт, в связи с чем в столице введены временные отключения электричества. И для того, чтобы не потерять ту мощность, которой сегодня мы располагаем, мы вынуждены ограничивать потребление и вводить временный скользящий график. Значит, пока есть возможность и нагрузка держит, мы стараемся не отключать людей. Как только нагрузка начинает переходить за норму, то есть выше нормы, мы уже вынуждены обестачивать поочередно федерат, входящий от этой подстанции. Знаю, что очень много неудобств было создано для населения, и работа была служб Черноморэнерго и СУЭС авральная. Но тем не менее на сегодняшний день ситуация более или менее стабилизировалась. Как только мощности на Сухуме-1 будут восстановлены и придут на свое изначальное значение, то уже электроснабжение будет стабилизировано по всему городу. Пока я прошу население с пониманием отнестись к той ситуации, которая сложилась, и проявить терпение. Еще одной темой встречи стала майнинговая деятельность на территории республики. Как известно, постановлением Кабинета министров запрещена деятельность криптофирм до 1 июня 2021 года. На недавнем совещании в Министерстве экономики с представителями Черноморэнерго, МВД и СГБ Абхазии было отмечено, что все майнинговые фермы в стране должны быть отключены, независимо от того, кому они принадлежат. Сухум и Сухумский район. Было принято решение всех подряд отключать от питания, не просто пломбировать. Я вот сейчас хотел бы не просто пломбировать, а вырезать. Да. Даур Ясонович, значит, в связи с тем, что у нас круглосуточный режим работы,
Да, также вчера вы присутствовали на этом совещании, было согласовано, что спасибо за неоценимую поддержку в этой работе, это общее дело, тут, наверное, и спасибо говорить не надо, рабочей комиссии, участвующим в ее работе правоохранительным органам. Прошу вас обеспечить, в основном сейчас нагрузка в этом плане ляжет на них, так как наши все силы задействованы в других местах основные, но совместно, конечно, с энергосбытом. Постоянно в режиме САИД наблюдать за нагрузками на фидерах, информировать Дауру Ясоныча, тот, соответственно, рабочую комиссию. Мы не можем там четко сказать, в каком это конкретном месте, да, до метра, но мы можем примерно локацию им дать. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы нехватки финансов и дефицита технического оборудования. Порядка 60 миллионов нам надо для того, чтобы просто иметь аварийный запас материалов. Я попросил посчитать, сколько надо. Ни в коем случае мы не мечтаем о приобретении новой техники. Для того, чтобы к зиме подготовить ту технику, оборудование, которое мы имеем, по самым минимальным подсчетам, это сумма от 12 до 15 миллионов рублей. Добавляем, получается 72-75 миллионов рублей. По словам начальника диспетчерской службы Черноморэнерго Гурама Джаджая, в этом году потребление электроэнергии по Абхазии увеличилось на 20%. В связи с возросшими нагрузками, да, вот мы ввели ограничения. Сперва было трехразовое, потом перешли двухразовые. Сейчас перешли на разовые ограничения. Это по высоким сетям, по воздушным линиям. Но наблюдается в последнее время что? Что дневные нагрузки стали приравниваться к ночным нагрузкам. Если мы ночью освободили людей от ограничений, то я думаю, что если так будет дело продолжаться, придется вводить ограничения и ночью. Потому что линии перегружаются и в ночное время тоже. Кроме того, в Джварском водохранилище Ингургэс наблюдается низкий уровень воды, близкий к критическому. Уровень на сегодняшнее утро составлял 443 метра над уровнем моря. Что это означает? Это означает, что при потреблении нашим около 10 миллионов киловатт-часов в сутки этот уровень будет исчерпан полностью 25-27 декабря. То есть Ингургэс может остановиться к 25-27 числу без перетока. Перетока, к сожалению, нету. Хотя Министерство энергетики Российской Федерации отправило сюда своих сотрудников, мы прорабатывали, 3-4 дня ездили на Джварское водохранилище, зафиксировали уровень воды, зафиксировали падение каждый день уровня воды, что она минимум 1,5 метра, а то и до 1,8 доходит каждый день. Данные все отправлены, находятся в Министерстве энергетики России, перетока пока нету. К чему это нас приведет? Это приведет к тому, что если переток начнем мы после того, как уровень на реке, на Джварском водохранилище упадет до 420 метров, нам придется переток брать по всем трем воздушным линиям. 500 киловольт, 220 киловольт и 110 киловольт. Это придется брать полное потребление, то есть гасить полное потребление Абхазии. В ходе совещания Михаил Логуа сообщил, что сотрудник Черноморэнерго, пострадавший во время ликвидации последствий пожара, после оказанной медицинской помощи чувствует себя лучше, и его жизни ничто не угрожает. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.